Звук, спасибо большое, что сказали. Да, я все это время говорил сам с собой. Геннадий Избицкий, вы просто спасли стрим. Большая вам благодарность. Сейчас скажите, пожалуйста, как слышно, как видно, все ли хорошо? Ну, видно, начинающий стример пришел тут к опытным стримерам. Жесткий фейл сразу. Только не понял, что в прошлой партии произошло. У меня интернет пропал. Почему-то пишет, белые вышли из игры. За партию-то саму все равно. Но вот если стрим офнулся, это плохо. Так, размены какие-то здесь хочет противник. Конь сюда. Пешка под боем. Ой, 20 секунд. Очень тяжело со стримом, конечно, играть. Думаешь не о позиции, а о других всех моментах. Пешку нам удалось выиграть, но это ничья. Сейчас придется ходить туда-сюда, но недолго пришлось. Так, о, Костик, спасибо, все-таки играет. И уже 5 очков, уже 2 победы набрал. Найтбот умеет разговаривать, да, если его настроить, он все умеет. Но я его не полностью настроил нормально. Только начал с ним разбираться. Он еще должен отвечать на сообщения в чате. Те, кто пишет привет, он им должен говорить тоже привет. Я так, по крайней мере, пытался его настроить, но не получилось. Но всякие разные команды в определенный тайминг он может отправлять. Так, здесь по центру надо пройти. Наш 1500 перекатывает, получается. Со знаком вопросика новый аккаунт. Ну, до этого он неплохо играл, сейчас пешку зевнул. Ну, для 1500 он молодец. Там потом конь c5 сыграет. Сразу конь c5 не страшно вроде. Тут связки какие-то сохраняются. Противник точно честно играет, не читер. Видно, что ошибается. Но другое дело, что рейтинг у него заниженный. Сюда надо прыгнуть, чтобы не пустить его на c5. Так, и 2 пешки лишние. Здесь не пускаем его сюда за пешками.
На b4 конь c2. Сейчас надо успеть это выиграть. 3 лишние пешки целых. План был пешку e5 прослабить. И здесь начать ферзя вести. Но надо следить за тем, чтобы его пешка не прошла. Ну, вроде с этой проблемой мы справились. Вся пешка не прошла. Сейчас главное пад не поставить, но вроде мастера умеют такие позиции выигрывать, я слышал. Да, линейный мат. Женя Скерда. Пока я не буду берсеркать. Посмотрю, как команда идет. Он на шестом месте. Паша Салтанов врывается на серии. Костик Мостик, легенда. Белалов Руслан очки набрал. Спасибо большое всем. Приятно очень. Три зрителя. Если кто-то еще в команде не участвует, то заходите. Всем буду рад. Даже если одну партию сыграете и проиграете, это не важно. Будет очень круто. Аркировку опасно делать. В центре оставаться страшно. Что выберет? Слон f4. Выбрал так. Против c5. Привет, привет, Павел. Только про тебя говорил. Тащишь команду на втором месте. Но с Костиком тяжело будет, конечно, конкурировать. Костик может больше, чем вся наша команда набрать. Если у него будет время поиграть. Как я пешки поставил? Что я с этим слоном теперь буду делать? Надо c4 и выправлять структуру. d5 может удастся провести. Тогда слон чуть-чуть оживет. На слона напали. Что-то тут не так явно с этим слоном. Как этим только воспользоваться? Может, на a7 хотя бы пешку выиграю? Слон c7, ладья d8 и там... ну нет. Хотя... Я подумал, что он может слон d8 срубить, но я тогда там ладья d6 ворвусь. Слон d8 он не может. На ладья d8 я все-таки пешку выиграю. b6 он не успел слона закрыть. Слон b8. Король у него, да, активный становится. Это проблема. Все-таки то, что я пешки так плохо ставил, это сейчас скажется. Но с другой стороны, пока он пешку съест, мой король тоже активизируется. Так что это может быть выиграно. Очень даже вероятно, если не накосячить. Пешечный. Давай, пешечный хорош.
Сдается. 4 зрителя, всем привет. Спасибо, что смотрите. О, My Power. Тоже начал набирать очки. Андрейка, Артек. Так много игроков. 15 участников целых в команде. Спасибо еще раз всем вам. Недавно в этой схеме играл против Никиты Довни. Он меня победил в Екатеринбурге вот на финале. На d6, да, пешка. Но она как будто не сильно меня интересует. Я ее буду жертвовать, пусть рубит. Там конь e5, конь d3. Мне кажется, это правильное решение. Не цепляться за эту пешку. Лучше найти какую-то активность с конями. Типа слон h3 какие-нибудь жертвы, но ничего пока не проходит. Кстати, конь d5 есть ход. Тут идея, что у него фигуры немного зависли. Ферзь b3, если я схожу, там конь h3, на a3. Есть какие-то проблемы. Ферзь h6. После размена ферзей конь h3 без защиты останется. У него 2 коня будет под боем. Но у него, в принципе, сейчас под боем много фигур. Возможно, он что-то не так сделал. Хотя у меня всего одна ценность лишняя. Может, ничего конкретного у меня нет такого суперсильного. Куда слоном? Назад отступим. Не знаю, как сильнее. На f4, кстати, ладья a3 где-то может быть. Так просто он слона пока не закрывает. Слоном он тоже выйти просто не может на h3. Теперь может. За h3 защитил, но я тоже слоном успел выйти. Надо это теперь реализовывать. Есть ловушка ладья 3, мини-ловушечка. Попался в такую детскую ловушку. Я еще так сыграл, подумал, зачем я так играю, как с ребенком. На 4 месте. Комлев Алексей, 2008. 16 лет противнику. Конь b5 будет ходить, понятное дело. Не получилось изолированной пешки. Так, еще один зевок. Ладья d4. В прошлой партии детская ловушка, здесь детская ловушка. Пока отлично, на 5 месте. Костик-мостик ни одной не проиграл. Все победы. Вот сейчас у него сильный противник. Ой,
Ой, у нас тоже сильный противник. На первом месте идет. Даем берсерк. Так, конь b5 вроде теория. Короля заставить на d8 встать. Тут даже можно конь с 3 просто отойти. И король на d8 отдыхает. Ой, ну и уже возьму, ладно. Я что-то думал, что аж возьму. Чуть-чуть расслабился. Слон h3, не знаю, боюсь ли я. Он ходит так. Но это, по крайней мере, интересно. Конь g4, чтобы моего коня приковать к месту. И конь d4 грозит. Да, тут я, возможно, встрял. Схожу конь e4, чтобы коня на g5 поставить и одного коня другим заменить. Чтобы мата не было. Находит он способ все-таки развить атаку. Если я король h1 пойду. Ой, проигранная позиция. Уже не такая проигранная. Но тут время, понятное дело. Ой, он сюда отступил. Неприятно вышло. Да, не стоило берсеркать. В следующих партиях надо перестать берс брать. Тяжело со стримом говорить и 1,5 минуты думать. Пока еще не такой опытный. Полина Янученко на первом месте идет. Тут у нее целых 38 игроков, ничего себе. Какой она состав там собрала? G4, задвинули. Надеюсь, не против Максима Мариева играем. А то шансов нет тогда. В его фирменном гробе. У Костика уже 23 очка в команде. Моя Power 16. Паш Салтанов 11. Андрейка 9. Артек 6. Крейзи Карсон 5. Руслан 2. Фат Лифес, не знаю, правильно ли я прочитал. 4 очка и на серии. Дарья сделала победу, молодец, 2 очка. Все большие молодцы. Чей король тут в большей опасности, непонятно.
Мне кажется, и его король хуже. Все-таки у него пешки там выдвинулись. Хотя... Конь Е6 нам было страшно, пришлось от этого отыграть и белопольника потратить. Но еще чуть-чуть и короля раскроем. Боюсь я, что где-то будет слон H3. Коня на Е5, F3 поставить. Не, сейчас разберемся. Опять я, конечно, взял берсерк. Не к месту. Противники, видимо, рейтинг 2400, я думаю, тоже должны берсерк брать. Попробуем пешку продвинуть. Это, конечно, будет защитник для короля, наверное. А на черного цвета будет косплеить белую пешку. Хотя нет, это, наверное, все равно будет сильная атакующая фигура. Может свернуть вообще? Да, я уже ферзей разменяю, 2 пешки лишние. Без мата сыграем, ничего страшного. 2 пешек в эндшпиле должно хватить вполне. Так, еще одна пешка. Но надо теперь бояться где-то ладьи по линии Б немного. Например, слон G2 ход. На слон G2, наверное, F3 просто слона затуплю. На всякий случай уйдем от связки. Да, F3 затупили. Ладья D7 тоже на всякий случай полезный ход. Конь C5 нет. На B7 нет. Есть только конь B6. Но конь B6 не так страшно было. Какой-то пешкоед жаднейший. 4 пешки лишние. Ферзя не торопимся ставить. Успеем. На 5-м месте идем. О, Андрей Климчук. Сильный игрок. Выйдем в систему Морозца. F3 забыл ход, да? Или можно рубить и оставить коня против слона. Сделаем вид, что так и планировали. На самом деле я ход F3 забыл, по-моему, по своей теории. Но здесь я, в принципе, доволен, как получилось. А6, b5 будет проводить, да? Нет, меняет ферзей. Не, b5 все равно будет в любом случае ходить. Ему надо слона как-то раскрывать. У меня 2 ладьи активные, но они ничем не угрожают. Стоечка у него хорошая. Сделан слабость на c4. Хотел ладьей ворваться, поэтому ладьей спустимся.
Так, у вас там вроде пропадало на секунду, это я случайно. Не, ну похоже на ничью. Но будет катать, конечно. Да я вам предложил ничью, чтобы время не терять. Нет, будем катать. Ну ладно, давай. Две 900 владельников проверяются сейчас. Я думаю, это выгодно для меня. Он короля на d6 ставит, это тоже умом играет. H5 вот не уверен, но хочется сходить. Ладья d5, там ладья e5. Да, конечно, тут игра на 3 результата, не все ладейники ничейные. Король d7, ему может отойти надо. Я понял, что ладья e6 не так сильно угрожаю. Там мне где-то мат может быть. Поэтому ладьей спустимся, сейчас уже угрожаю. Перекатывает противник. Но еще есть идея ладья h7, d6. Явно в ладейниках не 2900. Эту пешку рубим. Ладья g2 по моим расчетам не так страшно. Могу ошибаться. F3 вот уже страшновато. Ладно, возьмем. Надежда, что я ладью успею позади встать. Так, d6. Это у меня тоже была надежда. DE теперь угроза. Такая нехилая появилась. Да, очень трудный какой-то ладейник. Непонятно, кто больше ошибается. DE это что, не так страшно было? Я же ладья d8 там хожу. На король e8. А, он матом, да, угрожает. Я понял его план. Ну, теперь куда бы он ни сходил, я же шахом превращаюсь. Все-таки это победа. Так, мне дают только самых сильных. Я и сливаю. Да, это жиза, особенно когда на берсерке идешь. А когда на серии идешь, дают сильных. Ничего там, Костик за нас всех отрабатывает. 32 очка у него. Конем на e5 попробуем. e5 мы предотвратили ход. Ничего предлагает. Я если закрысил берсерк, то должен хотя бы победить. А так противник пусть не берет берсерки в следующий раз, пожалуйста. А то я в ответ не могу с сильными 1,5 минуты играть с болтовней. Без стрима, да, я готов. Коня на d4 бы, конечно, хотелось поставить. И от слабости избавиться. Он хочет f4, поэтому подготовим коню
побег. F4, конь C4. Это еще и атака. Так, не страшно, что ли? Я на b2 сейчас... не срублю, что ли? Окей, пока не срублю. Но схожу ферзь c7. Где-то ферзь b6, конь b2, это уже пограживает. Вот конь b2 вроде и срослось. Это выигрыш пешки, насколько я понимаю. Да, пешку отъели. На ладья c1, b4 надо подготовить защиту. Этот ход, да, неприятный. На d6 напали нам. Но можно сходить e5, у вас слон выключился из игры. d6 не атаковано. Да, сейчас главное мат не получить. Что делать против этой пешки? Ферзь c4 можно, там ладья d6 неприятно. Пока слоном сходим на d4. Его две ладьи закрыть. Да, он все-таки спровоцировался на это взятие. И теперь план потихоньку пешку f6 срубить. Мат не получить. Ой. Так, ну ладно, план по большому счету не меняется. Просто мат не получить. Блин, план не удался. Мат получили. Капец. Я уже расслабился, я думал... что можно хоть как-то выиграть. Очень плохая партия. Файтер 1978. Не стал рубить пешку. Конь e5. Не знаю, была ли угроза. Видимо, была, раз противник отыграл от нее. Ну вот эту пешку срубим. Съели, отошли. Пойдет. Сейчас потихоньку разменяться. Потому что пешка лишняя. Да, ему наоборот не надо меняться. Это он правильно делает. Конь e4, f5. Конь d6, есть шах. Еще один размен сделать, не ошибка будет. Костик еще и в свою телеграм-группу скинул турнир. Просто легенда. Тоже надо скинуть будет его телегу. Когда он начнет стримить, он взорвет интернет, я вас уверяю. Так что подписывайтесь на его телегу. Ссылку после партии скину. Еще пешка.
Пешек много, времени мало. Размен ферзей нашелся. Все хорошо. Это уже не проиграть. Перед пешкой встали. Времени много. Паты избежали. Телеграм. Как тут сделать ссылку приглашения? А, вот. Блин, грейшарка дали. Вот если что, телега Костика, который тут разрывает. У которого 41 победа уже. О, Максим, здрасте. Слон F4. Слон H5, слон G6. Я такой уже на стриме играл. Вариант бортника. Не с бортником, конечно. Очень страшно, что ферзя там поймают у меня. Чернопольника бы я с огромным удовольствием разменял. А он нет. Но он качество все-таки пожертвовал. Да, ему надо атаковать. Хочу слона открыть и сам уже атаковать. Тут была идея сходить HG и ладьей так нацелиться. У него 2 слона. Окей. Одного слона отдайте, пожалуйста. Конфискуем слона. Супер. Все, теперь уже не 2 слона. А против коня и слона бороться можно. Ферзь Е1 мата грозит, поэтому он защитился. Но тогда ферзь врывается. Главное вот просто не на вилку встать. И все. Королем так иду, но постоянно вилки все гляжу. Король F3 угроза. Вилку не пропускаю. Сдается противник. Ну да, там уже трудно ему было. Но он взял берсерка, я нет. Поэтому так, на берсерках он бы победил. На 4-м месте. Все еще идем. Снова Андрей. В прошлой партии мы в владейнике 2900 выиграли. Сейчас уже не знаю, получится ли. b5, слон b7, вот в идеале бы пойти. Но там e5 страшный ход. b5, e5, de, ферзь a8, ед. А, ну все, я могу так сходить, потому что там дальше слон b7 всегда есть. b4, он на d5 что ли будет прыгать? Или слон f6 промежутки возьмет? Да, слон f6 ему надо брать и потом конем уходить. Решился на эту жертву. Круто играет. Под пешку. Посмотрим, корректная она или нет.
этим конем прыгнуть на Е4, чтобы слонов разменять. И ферзя поближе к королю подтащить. Его слон b3 в пешку упирается, так что не страшно. Может опять А4 самому атаковать? Или слон G5 настаивать на размене. Слон А4 еще можно. Слон А4 мне нравится ход. Я все-таки хочу ферзя на Е7 выставить. Поближе к королю подтащить. И два коня у меня прям красавцы. Не могу ими налюбоваться. Бетонируют позицию. Без них бы все развалилось сразу. Ладья Е1, может, ему имеет смысл сходить. Как раз против коня. Этот ход я видел. Тут идея слон F5 и ферзь C7. Хотя можно уже и без ферзь E7. Со слоном на F6 постоять. Да, слон на F6 тоже сильный. Ладья G7, кстати. Нет, не ходит. Может, и нельзя было. Теперь медом намазано на D2. Ладья G7 у него по-прежнему есть жертва. Ферзь E7 поближе подтащим. Вроде бы ладья G7 не так страшно и не проходит сейчас. Но это не точно. Два коня радуют, его два слона. Слон B3 слабый. Идет в атаку. H4, H5, H6. Но это долго, у меня есть время что-то придумать. Что придумаем? Свою атаку А4, А3. У меня же тоже вроде крутая. Тут есть идея, возможность. А3, слон F6 это в один момент и отличный атакующий, и отличный защитник. G7. Могу я просто проигнорить ладья G7? Так, как ходить? Конь с 3 вроде хода нет. Схожу пока А3. На ладья G7 королем отойду. Вроде ничего не зеваю, но очень страшно. Ладья H7. А как ходить? Ладья H7 грозит, и ничего с этим поделать не могу. Конь G5. Ферзь E1, АБ, где-то накрутим еще. Что на доске происходит, вообще непонятно. О, я подставился. Нет, теперь все понятно. А если бы я срубил, то там тоже, наверное, проиграл. Нет, все-таки недооценил я атаку по линии G. Хотя с виду было и интересно. Костик 41. — 44 минуты до окончания турнира. Нам хотят просто пойти и мат поставить.
Надо коня на e3 подготовить, слона на e3, чтобы мат не получить. Пока что мы тут застопорили, заблокировали. Белые поля свистят, но ничего конкретного сразу нет. Ферзь g4 или какая угроза, пока не могу понять. Ладно, хожу d4. Надо вскрывать игру. На ед e5, наверное. У него король жадно в центре засел. Да, предход e5 поставлю. Не могу сидеть в защите. Интересный ход. Возьму. Если он хочет сюда брать, то это размен. Без ферзей же тут нет мата никакого. Пешка лишняя, мат мы не получили. Длинная рокировка, это серьезно. Слон c6, конь e5. Конь e5, нападение на слона и на f7. Поэтому слон e4 ему нельзя. Ему надо слон h5 ходить. Слон h5 он явно не хочет ходить. Но выбора, возможно, и нет у него. Просто слона отдал. Может, он вообще не думал о слоне. Ну или пожертвовал ради такого коня сильного. Ну, с конем мы можем справиться. Выгнали его отсюда. Сейчас ладьей на e7. Там потом пешка c6. Или размены. Так, это тоже для нас очень хорошо. Сдается соперник. На 4-м месте держимся. Подловили. Но это был не грязный прием, это такая теория там есть. c3. Против этого слона барьеры надо ставить. Хочет рубить, пусть рубит, но линия F где-то вскроется. Да, очень трудная позиция. Даже с ферзем лишним тут можно легко не выиграть. Динамики полно. Нам зевнули, нет? Понять не могу. Ладья f6 где-то. Он не может рубить в ответ из-за ладья f6, если я не ошибся. Да, не мог рубить. О! Донат ладьи прилетел. Пешку тоже срубим. Повезло в этой партии. На 6-м месте на серии. Костик на 2-м. MyPower на 9-м.
У Дарьи 6, у Артека 6, Фатлип 16, Crazy Carson 17, Паш Салтанов 17, Дуалов Руслан 22, Энди 23, Андрейка 25 очков. Всем спасибо. Хочу попробовать d5 провести, но там e5 он закрывает меня. Это постоянный напряг в этом варианте. Тут надо этими пешками грамотно распоряжаться. e5, d5 в нужные моменты ходить. Так, dc, dc, b4 есть такое. Там где-то конь b4 и ладья на 1. Да, он в это идет. Но я посчитал, что слона 1 срублю. Качество лишнее. Но он может сыграть e5 и слона поймать где-то там. И компенсация у него определенно есть. Не проиграть бы слона, конечно. Тогда все норм. Ну как его не проиграть? Ладья c1, а не, слон b4 грозило. Вот сейчас ладья c1 страшно. Как подготовиться к ладья c1? Давай f5. На ef слон там где-то, может быть, спасется. Может быть. Не, ef мощно за него. Блин, а я, кстати, берсерк не взял. Забыл. И что-то я быстро играю. Только сейчас посмотрел, что у меня 2,5 минуты целых. Надо подумать, чтобы не слить эту позицию. На f6 бить плохо. Нет хорошей жизни, слон c8 сыграю. Потому что там зависала пешка и вилки. Все висело, все угрожало. Минута у противника. Позиция очень трудная. Но, скорее всего, проигранная. Конь e5, конь g5, наскоки страшные. Конь g5 вот неприятнейший ход. О, конь а4 есть. Да, конь а4. Хорошо, что нашелся. Если этого слона срубить, то позиция упростится. Ферзь e5. Все еще проигранное, но 30 секунд надо продержаться. Не, противник не видит тут точного плана. Наверняка он чувствует, что у него хорошо. Но как конкретно выигрывать, тут непонятно. А нам осталось лишь ферзей поменять. И кажется, я их меняю. Да, все, поменяли. Мат не получили, позиция уже выигранная. Очень трудная защита тут предстояла. Привет, Панена.
Заходи играть за команду. Это теория. И мы так уже с ним играли. Он вроде сменил вариант, он раньше по-другому действовал. Конь Е4 хочу, пользуясь связкой. Так, связку он мою не боится. Конь Е4, ладья Е4, F6. F6, слон F4, слон F5. F6 напали на слона. Слон напал. Вижу твои сообщения, Панена, но заблокировал тебя. Лучше не пиши то, что на прошлом стриме. Сегодня могут быть дети, время раннее. Ученики наверняка будут смотреть. Так что можешь смело уходить. Пешка под боем. Ну, что-то ты своего короля сильно прослабил. О, конь F3 угроза, ничего себе. Чуть не зевнул. Конь F3, король F3, F5 там было. Сейчас уже на D4 висит. Под темпом он подставляется. Не вижу пока ясного плана, как ходить. Позиция нормальная. F4 придется ставить пешку на черную, мне конь на E5 не нравился. Как бы ладейка не попалась тут. На ладья B2 пока я могу даже срубить. А вот это неприятно. Пешку нельзя было защитить. Позиция стала проигранной, но слон H4, H6. Будем динамику тогда искать. D3. D3, если сходит, я не знаю, что сделать. Да, это проиграно. 5 лузов подряд. Бывает, Павел.
17 очков. Ты, наверное, берсерки, да, постоянно берешь? Может попробовать перестать берсеркать и одну партию так на чили выиграть. Снова Андрей. Мы уже 3-й раз с ним играем сегодня. 1-1 у нас счет. Трудный, конечно, противник. Ой, я перепутал. Ну ладно. Интересно, могу ли эту пешку рубить? Или она никому не нужна? Ну, мне нужна, наверное. Незаметно на коня напал. Отступили. Жертвует пешку. Да, докапывается здесь до слабости. Придется ладья h3 ходить, защищаться. На f4 пока что конь e4 есть прыжок. Перестроиться и с лишней пешкой играть. Кстати, слон g3 и потом конь на e4. Что с этой пешкой сделать? Двинем вперед. Но она не жилец, наверное. Я ее веду на смерть. Или ферзи, или на смерть. Такая у нее судьба нелегкая. Тут я конь d5 думал. У него структура ухудшится. Не с этим можно работать будет. И фигуры не так хорошо стоят. К сожалению, не зевает. Там слон f4. А, кстати, может и... А, нет, конь g8 ему надо сходить. Тогда не зевает. Пока что нападем. Кто тут сильнее, конь-слон или ладья? Не понимаю. Мне изначально казалось, что ладья с пешкой. Но сейчас я начал в этом сомневаться. Слоном на c1 хочет, да? Но мы его не пустим тут. Сейчас надо его согнать. Все, уходи отсюда. Король тоже оттолкнись. Все, встали в такую стойку. Пешку зевнули, блин. b3 нельзя было ходить. Это плохо. Здесь еще одна пешка зевается, а ладья e6 нельзя переходить в бешеный. Но будем с этим работать, но это плохо.
Тут вся надежда на время, я не знаю, на что еще. Стойку он хорошую занял. Я ничего срубить не могу. G5. Хочу король E5 успеть. Маленькие проблемы ставим, чтобы в ничью выйти. F5, король E5. Тут ладья H1. Конь c3, король F5. Нет, тут проиграли. На 13 место откатываемся после 2 поражений. Команда на 4 держится. Как там Костик? Костик на 1 месте, конечно же. С единственным поражением идет. Интересная структура. E5 не даст. Да, E5 не дает, к сожалению. Тут надо закрыть, попробовать. Ничью предлагает. Ну давай ничью. Чтоб побыстрее, может сейчас кого-нибудь послабже дадут, берсерк возьмем. Да, послабже. Фиде мастер. И он не берет. Против G4 подготовился. D5, E5, наверное, надо двигать. Он не может рубить. Там слон F4. Правда, я ему поле на E4 дал. Ладью на D2, что ли, перекинуть? Ферзь B5 не дает. Конем как-то пролезть. Но 40 секунд надо искать атаку. Раз берсерк взяли. Да, пожертвуем пешку, чтобы слона на d4 поставить и найти возможности. Он может не принять жертву. Мы тогда на d5 пожертвуем. И был план вот этот. И он в него попал. Важная победа. В десятку прорываемся. Игорь. Давай берсерк, Игорь. Нет, не берет. О, он нас чуть-чуть перехитрил по ходам.
Я ему тут ничего предложил трехкратко, он отказался. Тогда ему надо решить проблему с ходом Е5. Он решает, ладно. Тогда еще здесь пешки лавиной попробуют пойти. Позиция вроде доволен. Пешку атакуем. Слабые поля надо использовать. Здесь белые поля есть слабые, здесь черные. Стратегически что-то должно быть. Конями на b3, на g4 напрыгивать. Вот одним сюда пока что. Пешка. Что с тобой делать, пешка? Есть ли жертва на Е4 где-то? Конь G3 сходит, не знаю, что думает. Или там ладья D8. Такой ход я не ожидал. Ход конь G4 или зачем, не знаю. Так, ну конь Е4 давай. Я готов. Дай мне эту возможность. Слон под защитой. Как дальше ходить, непонятно. На конь c3 без понятия, что бы я сделал. Ладья d4 вроде есть угроза. Или нет, нельзя так. Ладья d4 не подойдет. Пешку b тогда в тупую двигать. Ферзь e4. Что это такое? Это поражение. Да, противник, конечно, очень смешной. Хотел победить так сильно. О, Андрейка, 56 очков. Ничего себе, он вырвался. Костик, 70 очков целых набрал. Спасибо тебе большое.
Тут вроде с лишней пешкой. На 7 еще срубить жадновато. Нельзя. Две пешки лишние с компенсацией. Вот такой ход я не видел. Красиво. На ферзь c2 ладья c1. Наверное. Этого хода не ожидал. О, я знаю одну ловушку. На конь e3, ладья d8. И на конь c3, ладья d8. Легко очень было попасться. О, и ферзь e4. Не, ну тут вилки очень красивые. Пешку сохранить, чтобы попроще выиграть. Ну и все, это должно быть выиграно. Снова вилка. Кстати, была попроще, без красоты такой лишней. Ну ладно. Тут уже не важно. В завершение такую вилку поставим. Но я старался, отрыв большой. Спасибо большое. Хороший вообще респект тебе. Снова Игорь, не знаю, какой раз с ним подаемся. Ты по рейтингу даже не в минусе, что ли, остался? Да, +1. 17 побед, 1 ничья и 1 поражение. Вот это ты зверь вообще. С берцами удержать 2850. Это я не знаю. Нереально, наверное. Я вот 2500 не могу держать, в 2400 спускаюсь. Ой, а еще я берц не взял. Забыл. Сори, противник. Заболтался. Ничего предложу, раз берц не взял. Ну, отказывается, ладно. О, неплохо он придумал. Коня на f6. Хочет где-то подловить. Поэтому защитим его. Ничего не зевнуть, качество же у нас. Справились с этой задачей? Ну, вроде нет, конь c6 зевок. Или не зевок. Ферзь e6. Висит ферзь, висит конь. Да, ладно, защищается. Окей. Конь e8 я схожу, это чувствую, по этой диагонали попаду еще.
Теперь моя очередь связки делать. Нападение. На конь b3, ладья a3. Хорошо держится. Ищет последний шанс, раскрыл короля. Ладья 1 хотел. Тут все равно ладья 1 можно где-то пойти. И ничего предлагает. Нет, друг, я же тебе предлагал ничего до этого. Ну ладно, я не взял берсерк. И в предпоследней партии там некрасиво получилось. Так что дадим ему ничью, чтобы не обижался на нас. Непонятно, куда я конями наскакиваю, но пытаюсь что-то ими придумать. Блин, не трогай мою пешку, пожалуйста. Придется отступить. О, конь b3. Конь b3, круто. Заметит? Не замечает. Повезло. Успели развиться, теперь конь b3, нет хода. Может, сами где-то его на слон f7 подловим. h4, h5. На слон f7 нигде не попадается. О, ферзь... Нет. Ферзь g6, ладья 2, к сожалению. Конь f5. Этот слон притаился в засаде. Конь f5 не могу, похоже. Пока что не получается. Время уходит. Ладно, вот слон e6 тут сходим. Коня нельзя рубить. 20 секунд. По времени проиграем. Скорее всего. Если сейчас что-то не придумаем сверхъестественное. Или противник не выдаст что-то сверхъестественное. Типа конь f6 сейчас. Ладьей. Ищем шансы. Вот он конь f6 сходил, но здесь это уже нормально. На b4 можно взять. А, нет, нельзя. Да, в натуре нельзя рубить было, грозит мат. Ферзя отдавай на базу. Так, отдает, окей. 8 секунд. Успеем? В пешный перешел, он вроде выигранный, и
Но был выигранный, но времени мало, никак не успеть. Ничейка. Костик на паузу встал 10 минут назад, его до сих пор догоняют там. За XS. Я в прошлый раз против него не берсеркнул, так что он имеет полное право сейчас тоже не взять берс. Но его на 3-м месте. Два слона в открытой позиции, это мне не нравится. Конем отступаю. Не знаю, что тут делать. Пешку защитили, сдвоится. F7 тоже защитили. Ой, вроде не зеваю на F7. Я так посчитал, что тут должно быть все окей. Ладья E7 не даю сходить. Но тут сложно. Ладья E6... Не, ладья E6 нет хода. Слон F8 теперь надо мне сыграть. Слон F8, король G7 перестроится. И потом двумя конями мучить ладью. Для блица хороший план. Ничего предлагает. Мне надо 30 ходов для ничьи. Поэтому я проиграю. Так, конь сюда. Сюда. По ценности... По ценности что выходит? Ну, сейчас я могу ничего предложить, но позиция проигранная уже, конечно. Да, он соглашается. Смотрим итог. Костик-мостик, первое место. 2851 сохранил. Единицу поднял. Торжественно. 17 побед, 1 ничья, 1 поражение и плюс единица всего лишь. О, Леонард, ученик из Франции, подписался на Костика-мостика. Да, Леонард потом наверняка расскажет, насколько Костик-мостик хорош. Андрей, ну вот это вообще очень приятно видеть. Первое место Костик, второе место Андрей. Я, конечно, подвел, не смог ворваться в тройку, но тут прям вообще глаз радует. Андрей и Костя. Первое, второе место. Кайф. Просто сильнейшие. Сколько еще до конца? А вот турнирчик закончился. Чат смотрю. Но я старался, отрыв большой. А вот Павел Салтанов пишет, тоже я старался. Да, Павел тоже хорош. Сейчас я всех озвучу. Костик первое, Андрейка второй. У меня третье место, 50 очков. MyPower 37 очков, четвертое место. Фатлип пятое место, 36. Паша Салтанов пятое, шестое вот поделил. Тоже 36 очков. Энди 605, 33 очка. Билалов Руслан 31 очко. Крейзи Карсон 17 очков. И Дарья 14 очков. И Артек 228. Наверное, цифры мне лучше было не читать. Артек 6 очков. Сейчас посмотрим. У Артека игра не задалась или он вышел. А то просто если он играл так много и 6 очков, то у него был характер. Пытался поддержать как мог. Спасибо огромное всем, кто играл. Четвертое место в команде, 397 очков.
Погнали даже Илью Чеклецова. У него там 1010 подписчиков. Уже он стримит не знаю сколько. Нам удалось его опередить. Ну, благодаря Костику и Андрею и всем, кого я перечислял. Вообще красавцы. Первое место Ола Чес. Пылающее сердце второе. Полина Янченко третье. Илья Чеклецов пятое. Чес-тест шестое. Клуб Грозы седьмое. Пашок, Лайфчес, Шахматы Жекой. Восьмое, девятое, десятое. Кирилл Клюкину угнал на стрим. Все равно до топ-4 никак бы не дотянули. Да какой, извиняй, ты легенда, первое место занял. А так топ-4, да, топ-3 мы бы никак не заняли. Что касается призов, как я понимаю, призы делятся между стримерами. Спасибо за стрим. Спасибо, Паша, что играл. Спасибо, Кирилл, что играл. Вот что касается призов. Раньше была система, что первое, второе, третье места занимают призы, и им деньги переводят, и потом капитаны распределяют. Сейчас я так понял система, что каждому стримеру что-то платят. Если он поставил баннер, как у меня есть, вот под Южный металлургический холдинг, если в описании стрима написали о спонсоре, то вот не знаю, какие суммы, но вроде мне должны заплатить, и поделим между всеми в команде. Но я не думаю, что какая-то большая сумма будет, но что получу, все разделим между вот 10 участниками в команде. Еще раз Костик, Андрейка, MyPower, Фатлип, Паш Салтанов, Энди, Руслан Белалов, Крейзи Карсон и Дарья. Вот все, кого перечислил, как только деньги получу, с вами свяжусь и постараюсь вам тоже перевести все. Сейчас буду завершать. Спасибо еще раз, кто принимал участие. Руслан еще писал. Сейчас посмотрю. Да, Руслан еще поздравил с почином. Спасибо большое, Руслан. В WhatsApp написал. Вот постараюсь со всеми связаться и перевести всем деньги, как получу. Ну, получить должен. Вроде все условия выполнил как стример. Всем пока. Спасибо.